вечерние новости в студии Василий Раченко. Здравствуйте. И в этом выпуске. Развитие авиационной отрасли региона обсудили сегодня в правительстве Якутии с федеральным ведомством. Заболеваемость COVID-19 в Ленске идет на спад. Филиал Республиканской офтальмологической больницы планируют открыть в Усть-Алданском районе. Вопросы развития авиационной отрасли региона сегодня обсудили в правительстве Якутии в рамках визита замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрия Ядрова. Так, в формате ВКС прошло совещание с участием федерального гостя, исполняющего обязанности председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова, где все курирующие министерства и ведомства отчитались о проделанной работе. На сегодня в регионе реконструируют несколько аэродромов, работы которых, по словам Дмитрия Ядрова, идут без отставания от срока. Проблемы имеются по взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутск, и этот вопрос на сегодня остается открытым. Да, действительно, мы на сегодняшний день вышли из тех запланированных графиков по реализации реконструкции аэродрома. И в 2021 году у нас будет определенный период времени, когда взлетно-посадочная полоса будет работать в сокращенной дистанции 1600 метров. Также обсудили работы, связанные с водоотведением, и те запланированные мероприятия со стороны Республики Саха-Якутия по водоотведению. До 15 декабря поставлена задача выработать окончательные решения, связанные с водоотведением, связанные с возможностью выполнения параллельных работ по строительству, по реконструкции взлетно-посадочной полосы и проведению работ по отведению, чтобы не столкнуться с той ситуацией, которая у нас случилась в 2019 году. С сегодняшнего дня официально заработала переправа Покровск-2 Жемкон. Проезд разрешен автомобилям массой до 3 тонн. Дальнейшего повышения грузоподъемности не будет. Обустройством и обслуживанием переправы занимается администрация 2 Жемконского наслега. Что касается переправы Махсоголох-Качекацы, то в этом году она откроется, когда лед на этом участке реки достаточно окрепнет для проезда транспортных средств массой до 10 тонн. По нашему району везде разная толщина. Местами даже открытая вода, полынья. То есть гарантии нет, что там можно проехать. Вот это место у нас конкретно мы проверили. То есть здесь соответствует, тут 40 сантиметров лед. В Махсоголохе в данный момент там 30 сантиметров всего лишь лед. Поэтому это очень мало. 50 сантиметров надо. 214 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Якутии за минувшие сутки. По данным оперативного штаба, из них в Якутске 110. По 11 случаев зафиксировали в Алданском и Нерюнгринском районах, 9 в Алекминском, в Горном и Мегино-Кангаласском по 8 заболевших. В Амгинском и Верхоянском по 7. Также в Вилюйском районе обнаружили 6 случаев. Во многих других районах от 1 до 5 заболевших за минувшие сутки. Заболеваемость COVID-19 в Ленске идет на спад. Показатели пока уменьшились всего на 2 человека, но в целом тенденция благоприятная. Информация районного оперативного штаба в следующем материале. Большая часть заболевших, это 115 человек, переносит COVID-19 в легкой форме и проходит лечение дома. Сложнее заболевание протекает у 50 человек. Все они пациенты инфекционного отделения. Подтвержден диагноз у 33 из них. В Витиме в инфекционном отделении находится 15 человек, положительные результаты имеют 10 человек. У нас уменьшение на 2 больных с положительным статусом. То есть вот все в пределах нескольких человек, вот так оно и колеблется. Сегодня в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования Ленска проводятся профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Каждое утро для детей, воспитателей и родителей детских садов начинается с термометрии. Все данные заносят в специальный журнал. Родители должны быть в масках. Обработка рук антисептиком обязательно для всех. С тех же процедур начинаются тренировки у спортсменов. Соблюдают правила безопасности, входят в зал в масках, проверяем температуру, обеззараживают руки. Идут в раздевалку, в масках выходят в зал, и только здесь в зале они уже при работе с мячами и разминке снимают маски. За исполнением всех профилактических мероприятий следит Роспотребнадзор и районная администрация. Контролирует соблюдение профилактических мероприятий у предпринимателей района административная комиссия. Проведен 51 рейд. Проверено 206 торговых объектов. По результатам рейда административной комиссии было составлено за нарушение указанных указов главы республики
11 административных материалов, по которым 2 юридического лица были подвергнуты штрафу, а 9 должностных лиц, продавцов, были привлечены в виде предупреждения. Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле главы муниципального образования Ленский район. Те, кто игнорирует установленные требования, вынуждены будут оплатить штраф. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Новый аппарат искусственной вентиляции легких для борьбы с COVID-19 поступил в Чурапчинскую районную больницу. Его выделили по линии Минпромторга России при поддержке Минздрава Якутии. Стоимость составила 1 миллион 200 тысяч рублей. Произведен Уральским заводом АВНТ-М. Оснащен всеми современными функциями, в том числе демонстрацией процесса вентиляции легких в реальном времени. С его установкой и настройкой помогли специалисты из Екатеринбурга. Данный аппарат отличается тем, что он имеет современный функционал, имеет расширенную функцию мониторинга. В данном случае мы видим, допустим, она показывает живую картинку легких, как вентиляция происходит в реальном времени. Имеет большой режим вентиляции, имеет увлажнитель и многоразовый расходный материал. То есть он не заставляет больницу думать, переживать, с учетом тем более географических особенностей региона, о замене данных датчиков. Филиал Республиканской офтальмологической больницы планируют открыть в Усть-Алданском районе в следующем месяце. Медучреждения развернут в рамках оказания помощи больным катарактой. В его работе задействуют местные кадры. Они будут заниматься отбором и подготовкой больных. А для проведения самой операции приедет выездная бригада. Далее диспансерное наблюдение и лечение будет производиться также местным врачом-офтальмологом. Выезд первой бригады планируется в конце февраля, в начале марта месяца, в зависимости от того, сколько пациентов мы подготовим, наберем. Направление мы пока планируем работу внутри нашего района. В дальнейшем будем смотреть, как будет идти работа. И в целом в настоящее время мы готовы принять пациентов из других улусов. На поддержание скотоводства в Якутии будет выделено 4 миллиарда рублей в 2021 году. Соответствующий закон был принят парламентом региона. Личное подсобное хозяйство получит по 35 тысяч на одну голову, а перерабатывающее предприятие будет заготавливать 1 литр молока за 60 рублей при выделении средств из бюджета. При этом сельхоззаготовители будут принимать молоко только у крестьянских фермерских хозяйств и кооперативов. Фермеры 35 тысяч рублей не получают. Получают личные подсобные хозяйства. У них критериев 2. Если у вас на 1 января 2021 года поголовье было по хозяйственной книге на вас написано, то на 1 января 2022 года это поголовье должно сохраниться. Второй критерий – это то, что мы использовали данную субсидию для нужд развития личного подсобного хозяйства. То есть мы можем эти средства потратить на приобретение кормов, на приобретение горюче-смазочных материалов, то есть все расходы, которые необходимы для развития личного подсобного хозяйства. Занятия частично отменены для учащихся ряда школ Верхоянского района. Так, актированные дни объявлены для учащихся с 1 по 4 классы в 4 школах и с 1 по 6 классы в 5 СОЖ. В Игинском и Эльгетском учреждениях на занятия не пойдут ученики с 1 по 7 классы, с 1 по 9 классы не учатся в Адыйчинской СОЖ. Температура в районе варьируется от минус 48 до минус 52 градусов. В Нюрбе сформировали поисково-спасательный отряд. Это 6-й по счету филиал службы спасения Якутии. Сегодня в отряде числится 5 спасателей. В зоне их ответственности территории Нюрбинского, Сунтарского, часть Мирнинского и Оленёкского районов. Это более 300 тысяч квадратных километров. На торжественной церемонии вручили награды службы спасения Якутии отличившимся сотрудникам. Глава района передал новообразованному отряду сертификат на сумму 500 тысяч рублей на приобретение квадроцикла. В конце мероприятия ленские спасатели продемонстрировали навыки по вызволению пострадавшего при ДТП. Проанализировали работу филиала. И, конечно, здесь очень достаточно много было проведено поисково-спасательных работ. И сегодня есть необходимость открыть отдельный отряд. И решением нашего руководства службы спасения
также решением главы Мирбинского района и Государственным комитетом по обеспечению жизнедеятельности населения, согласно распоряжению правительства Республики Саха-Якутия, сегодня открыт Мирбинский поисково-спасательный отряд. Культурный досуг организовали для детей с ограниченными возможностями здоровья в Хандыкской средней школе. Идея тематической смены «Творческие домики» принадлежит организации «Волонтеры Тампо». Тему продолжит наш корреспондент Мария Винокурова. Первый тематический лагерь «Творческие домики» был проведен во время осенних каникул в 2018 году на средства благотворительного фонда «Харысхал». Тогда же родители пожелали, чтобы проект имел продолжение. Поэтому в этом году педагоги снова собрали детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Я хожу в творческие домики, потому что там учимся творчеством и спортом, а также общаемся друг с другом. И здесь очень интересно в творческих домиках. Веселые старты – самая любимая игра для всех детей. А если в соревнованиях участвуют родители, братья, сестры, то это вдвойне азартно и ответственно. А главное, вместе можно преодолеть любые препятствия. Девиз жизни этих юных спортсменов и их семей. Нам нравится ходить в творческие домики, потому что ребенку очень надо общаться с детьми. Вот сегодня мы были на мероприятии спортивном. Дети там бегали, прыгали, общались с сверстниками. Встречи со сказочными героями, танцы, игры, песни и подарки – это так мало и так много, чтобы подарить ребенку улыбку. И здорово, когда есть такие проекты, как тематические домики, помогающие сделать жизнь детей с ограниченными возможностями здоровья ярче и насыщенней. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. С декабря зрители вновь смогут посмотреть любимые спектакли, новогодние представления театров Якутии. Рекомендации по организации работы направлены Министерством культуры и духовного развития Якутии. При этом решения об открытии будут принимать руководители учреждений. Министерством проведена проверка учреждений культуры на соблюдение требований Роспотребнадзора. Там установлены бесконтактные дезинфекторы для рук, есть приборы для измерения температуры, одноразовые маски и перчатки. Билеты можно приобрести бесконтактным способом. Нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Установлены рециркуляторы как в фойе, так и в зрительных залах. Театрально-зрелищные учреждения полностью готовы к встрече со зрителями. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.